Индейцы Сиу не только говорили по-тюркски, но и были такими же храбрыми воинами. Абрар Каримулин «Прототюрки и индейцы Америки» по следам одной гипотезы. Продолжение. Выпуск 2. На основании множества примеров и анализа языка Сиу с тюркскими Отто Рерих приходит к выводу, что язык индейцев Сиу, дальше цитата, относится к Урало-Алтайскому семейству языков, а в этом семействе ближе всего стоит к тюркско-татарской группе, что индейцы Сиу Америки являются переселенцами из Великой Азии. Знакомство Рериха с языками индейцев Сиу началось с года Гражданской войны в Соединенных Штатах Америки в 1861-65 годах. Когда началась война между Севером и Югом, он стал на сторону Севера, борющегося за уничтожение рабства негров, и работал хирургом в военном госпитале. Этот госпиталь находился в штате Дакота, там, где жили индейцы Сиу. Естественно, он встречал и индейцев Сиу, которые принимали участие в войне на стороне Севера. Как он пишет в своей упомянутой статье, его поразила речь индейцев, которая напомнила ему речь турков, которую он изучал и слушал в течение ряда лет во время пребывания в Турции в качестве переводчика. Как уже знаем, он изучал тюркские языки еще во Франции. Еще до переезда в Америку показал себя эрудированным тюркологом-лингвистом и за заслуги в этой области стал лауреатом премии Французского ориенталистического института. Его имя было известно и русским ориенталистам того времени. Ориенталист, скобка заметим, востоковед. И после переезда в Америку Отто Рерих продолжал изучать восточные языки. Работая в Асторской библиотеке Нью-Йорка, как уже отметили, он составил описание книг, связанных с языком, литературой, культурой народов Азии, Африки, Океании, что, естественно, намного расширило уровень его знаний и языков народа мира, в том числе познакомился с новыми языками. Все это стало той почвой, что он, оказавшись среди индейцев, не мог не заметить их сходство языка Сиу с тюркскими языками. Это явление настолько, в конце концов, заинтересовало его, что предопределило его дальнейшие научные интересы. Несмотря на перегруженность работой в военном госпитале в период войны, он находит время между операциями раненых, чтобы встречаться с индейцами, практиковаться в их языке, собирать языковые материалы, посещать их жилища, вигвамы, в скобках заметим, те же юрты, знакомиться с их обычаями. Можно сказать, прямо из поля военных действий, под впечатлением встреч с индейцами, он пишет Ибрагиму Хальфину. Ибрагим Хальфин – это адъюнкт-профессор, первый ученый-татарин, официальный сотрудник Казанского университета, о котором мы рассказывали в одном из своих выпусков под рубрикой «Лицо казанской национальности». Его, Отто Рериха, интересует классификация тюркских языков. Не знает ли ученые России о языке Сиу? Может быть, там уже давно разрешили вопрос о его принадлежности к определенной группе языков? В 1865 году окончилась гражданская война. Победил Север. Еще не успев демобилизоваться из армии, Отто Рерих берет отпуск и едет жить к индейцам. И с 4 июня по 26 ноября 1866 года находится среди них. Он живет с индейцами в их вигвамах, ходит с ними на охоту,
танцует с ними ритуальные танцы, поет их песни, продолжает изучать их язык. В это же время он собирает примеры их языка, записывает их легенды, описывает их обряды. Отто Реригом был собран огромный материал о быте, обычаях, языке, фольклоре индейцев Сию. Вот что писал он позднее. Описать все опыты, проведенные с этими интереснейшими племенами в период жизни среди индейцев, заняли бы целые тома. Из этого богатого материала, видимо, ему удалось напечатать лишь упомянутую выше статью в университетском ежегоднике, из которого был сделан отдельный оттиск. Возможно, что Отто Реригу удалось опубликовать и другие работы об индейцах Сию, об их языке в периодических изданиях, в разных сборниках, ежегодниках, но, к сожалению, об этом мы не нашли сведений в американских справочниках, и ответы библиотек тех университетов, в которых он работал, куда мы обратились с таковой просьбой, не дали положительного результата. Они также не знают, сохранились ли рукописи Рерига в архивах или библиотеках Америки. Как уже знаем, Отто Рериг был и медиком, доктором медицины, но встреча с индейцами Сию сделала уже из него полностью филолога-языковеда. Он уходит из медицины, полностью переходит в ориенталистику. Даже в отмеченном выше справочнике «Кто был кто в Америке» он квалифицирован как филолог-ориенталист. После демобилизации из армии Отто Рериг занимается изучением и санскритского языка, языка жителей островов Океании, что, несомненно, было связано с его интересом к языку индейцев Сию в целях определения места этого языка среди других языков мира. Возможно, он искал следы языка Сию в языках обитателей островов Океании. В этом свете интересен и такой факт, что он свои наблюдения не спешит опубликовывать. Его упомянутая работа была опубликована в 1871 году, спустя почти 10 лет, как он начал интересоваться языком индейцев Сию, когда убедился, что не нашел следов этого языка в санскрите и в языках других народов. Отто Рериг теоретически знал все основные языки мира, был человеком большой эрудиции, признанным филологом. Он был ученым очень осторожным в своих выводах, не гнался за сенсацией, не спешил публиковать свои наблюдения и выводы, пока сам твердо не убеждался в правоте своих заключений. Если бы мы не знали эту сторону личности Рерига, историю его научных поисков, его биографию, то, встретившись лишь с отмеченной выше его работой о языке Сию, мы имели бы основание сомневаться в его выводах о сходстве, генетическом родстве языка Сию с тюркскими языками, которые он включает в семейство алтайско-уральских языков. Кто же такие индейцы Сию? Где они живут? Что известно об их языках? Среди североамериканских индейцев имеется большая группа языков Сию-Хокка, куда входит и язык Сию. В эту группу входят и индейцы Хокка, Юки, Ваппо, Керис, Туника, Кеддо, Черокезы, Мускочи и другие. Среди них по численности первое место занимает Сию. В XVII-XVIII веках они заселяли обширную территорию бассейна реки Миссури и великие степи от Миссисипи до скалистых гор
от Калифорнии до Арканзаса. Язык сию, в свою очередь, подразделяется на несколько групп, как то Дакота-Асинбойн, Мандан, Виннебаго, Жидоца, Апсарака и другие. Сию были воинственными племенами. Они внушали страх белым колонизаторам, героически сражались за свою землю, за свободу своего народа против вооруженных до зубов белых колонизаторов. В 1862, 1872, 1890 годах они восставали против своих белых угнетателей. Эти волнения продолжаются и по настоящее время, о чем иногда сообщает печать. Миллионы индейцев были истреблены колонизаторами. Из многомиллионного племени, по оценкам 1963 года, их осталось всего около 77 тысяч человек. Сейчас они разобщены, загнаны в резервации и живут далеко друг от друга в штатах Северная и Южная Дакота, Каролина, Монтана, Небраска. Частично они живут и в южных районах Канады. Оторванные от своей стихии, они вынуждены батрачить на фермах белых или вести мелкое крестьянское хозяйство, пополняя ряды беднейшей части населения Америки. Лишь немногим из них удается получить образование и специальность. Американская литература богата романами, повестями об индейцах Америки, в том числе и о Сиу, в которых они выведены как воинственные, экзотические и неуживчивые аборигены с точки зрения белых колонизаторов. Подобной односторонностью грешат даже произведения таких писателей, как Фенимор Купер, Майн Рид и другие. Имеется богатая литература на английском языке об индейцах Северной Америки, которая посвящена описанию войн с индийскими племенами, а также описанию их жизни, быта, обычаев, антропологических особенностей, их истории со времен колонизации Америки, в которой показывается превосходство белого человека. Имеются книги, в которых представлены их мифы, фольклор, наблюдения над их музыкой. Но среди них, к сожалению, мы не нашли почти ни одной работы о языке индейцев Сиу, тем более по сравнительному изучению их языка. Все же удалось обнаружить две работы, одна из которых является англо-дакотским словарем Вильямсона, который был издан в 1886 году для миссионерских школ. Другая же работа, такой же словарь Ригга, изданный в 1890 году в Вашингтоне. Видимо, изучением языка Сиу в последующем вовсе не занимались, иначе в 1968 году не ограничились бы лишь простой перепечаткой, репринтным изданием словаря Рига. Надо также отметить, что среди довольно солидных американских библиографических указателей, посвященных языку, культуре, этнографии индейцев Америки, нигде не учтена упомянутая работа Отто Рерига о языке Сиу. Видимо, это объясняется не только тем, что язык Сиу и вообще языки индейцев Северной Америки остаются почти вне внимания американских филологов, но и тем, что работа Рерига была напечатана далеко не в филологическом сборнике. Если учесть, что этот сборник есть отчет Института по изучению природных ресурсов Америки и является официальным правительственным изданием, каковые не учитываются в регистрационных библиографических справочниках,
не поступают в библиотеки, а лишь рассылаются в официальные учреждения, то нетрудно понять, почему эта работа остается неизвестной не только тюркологам мира, но и американским филологам. Когда мы нашли указанные выше два словаря, при беглом знакомстве с ними обнаружили более сотен слов, сходных по форме и содержанию со словами тюркских языков. Вот некоторые из них. В языке сиу-дакота. Сначала мы будем слова произносить. Юдек – глотка, перевод. В тюркских языках. Еттык – еткы. Юхер – глотание. В тюркских языках. Ету – етып. Эссу – пить. В тюркских языках эчу. Ясу, ясо. Приговорить, сделать. Ясау. Сделать, произвести, приговорить. Кува озуе. Наступать. Куа, куу, уза, узу. Капо, капахо. Забрала, покрывала. Капу, капа, капка. Ворота забрала вверх. Юта кушает в тюркских языках. Ета, ету, перевод проглотить. Вата раздробляет. Вата, вату, раздробление, ломать. Кда, товарищ, в тюркских языках. Кда, деверь. Иши, вместе напарник, в тюркских языках. Иш, ише, напарник вместе. В индийском языке. Капсун, кусать зубами. В тюркских языках кабу, взять в рот кабу. Индийский язык. Кан, сухожилие вена. В тюркских языках кан, кровь. Язык Дакоты. Ми, я. Мин, я. Багана, сделать метку, перевод. В тюркских языках багана, баганалу. Баганалау. Столб, застолбить. Санке, трасса, дорога. Чангы, лыжня, лыжи, лыжная дорога. Баха, старый человек. В тюркских языках баба, бабай, дедушка. Ик, ис, два, ике, два. И так далее.